Мы всегда пристегиваем, да. Просто у нее ключица сломана. Она перебинтована, ей никак руку не пристегнешь. В этом случае водитель избежал наказания. Объяснил, что всегда соблюдает правила и пристегивает ребенка в детском кресле. Сегодня вынужденное исключение. Но есть и те, кто правила не знает. Им заботу о безопасности юного поколения автоинспекторы прививали самым доходчивым способом. На заднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства, а именно пристегнув ремнем безопасности, вы имеете право перевозить только уже с 7-летнего возраста. На заднем пассажире. На переднем до 12. На переднем до 12. Прочитайте, пожалуйста, пункт 22.9. В настоящее время будет составлен административный материал по части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. Административная ответственность предусматривает штраф 3000 рублей. А вы не знали, что ли, про это? А мы что думаем, до 7 лет? Некоторые родители, вопреки правилам движения и безопасности, вообще перевозят детей без удерживающих устройств или держат их на руках во время езды. Это чревато печальными последствиями. 2 месяца назад на дороге набережной Челны-Сарманова при столкновении Део и Лада Гранта в отечественной машине погиб 4-месячный младенец. Мать как раз везла его на руках. Других правил движения водитель Лады не нарушал. На встречную полосу, как установили автоинспекторы, выехала иномарка. Со вчерашнего дня в Республике Татарстан и в частности в городе Казани начались весенние каникулы. В рамках весенних каникул сотрудниками госавтоинспекции будут проводиться рейды по выявлению водителей, которые нарушают правила перевозки детей. Данная статья грозит штрафом в размере 3000 рублей. Но я думаю, что помимо штрафа самое ценное – это наши дети. Призываем водителей перевозить своих детей в детских удерживающих устройствах. За 2 месяца с начала этого года автоинспекторы выявили в Татарстане свыше 2000 нарушений правил перевозки юных пассажиров. За это время на дорогах республики произошла 61 авария с участием детей. 4 ребенка погибли, 63 получили ранения. Елена Саляхова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.